Здравствуйте, в эфире «Время региональных вестей». С вами Лариса Шамаева и в начале главные темы выпуска. Наследие нации. Сегодня финалисты по двум номинациям узнают, кто же из них самый лучший в своем деле. Подвели итоги конкурса «Видеообзор исторических мест и мемориалов памяти Чеченской Республики». Научно-техническое творчество молодежи. Хочется отметить, что каждый год данное мероприятие расширяет географию, число участников увеличивается. В ГКНТУ имени Миллионщикова состоялся конкурс молодежных проектов и программ. Развитие внешнеэкономической деятельности. Эту премию получают только те предприниматели, которые имеют выдающиеся заслуги в развитии экспортной деятельности. Агроинвест стала призером Всероссийской премии в номинации «Экспортер года в сфере базовой продукции». В Грозном подвели итоги масштабного республиканского конкурса «Наследие нации». Он проводился в рамках объявленного главой года истории, исторических памятников, архитектуры и культурного наследия Чеченской Республики. Принять участие в творческом состязании были приглашены все жители республики. Об итогах и награждения расскажет Турпал Али Тайсумов. Приумножение культурного наследия чеченского народа. Первый заместитель руководителя администрации главы и правительства региона, министр субъекта Хадижа Кадырова, ранее объявила о старте большого регионального конкурса «Наследие нации». Он стартовал в сентябре этого года. И вот сегодня финалисты по двум номинациям узнают, кто же из них самый лучший в своем деле. Чтобы увидеть своими глазами красивые работы, Хадижа Кадырова пришла на церемонию награждения вместе с министром культуры субъекта Исой Ибрагимовым. С ними присутствует помощник руководителя региона, министр субъекта по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. В своем выступлении перед собравшимися он поблагодарил чиновницу за прекрасный художественный турнир среди любителей фото и видео. Оно иллюстрирует лицо региона, как центр притяжения всего самого прекрасного. Вот эта инициатива, этот конкурс тоже всецело соответствует вот этому контексту вызовов, которые сегодня перед нами стоят. За время проведения этого конкурса сотни участников принимали участие в мероприятии, присылали свои работы. Это означает, что жители республики, они в большом количестве выезжали, как мы видели сейчас по фотоконтенту, выезжали к нашим историческим памятникам, мемориалам, знакомились с ними, публиковали материалы. Что не менее важно, насыщали интернет-пространство вот этими материалами про наши исторические памятники. Это способствует напрямую популяризации нашей истории и исторической памяти. Я хочу от лица всех участников, от лица всех присутствующих поблагодарить уважаемую Хадижу Рамзановну за данную инициативу, за данное мероприятие, поблагодарить за такие огромные большие подарки, финансовые подарки для участников, победителей данной инициативы, данного конкурса. Поздравить всех победителей. В ходе церемонии награждения министр Чеченской Республики Хадижа Кадырова вручила презенты сильнейшим в номинации «Лучшая фотография значимых исторических объектов и культурного наследия чеченского народа». Третье место с дипломом и денежным вознаграждением 100 тысяч рублей от общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова досталось Вахе Дагаеву. Второе место диплом и 200 тысяч унес с собой Шамиль Эпиев. Первое место диплом и 300 тысяч рублей завоевал Мусалим Асуев. Сама идея фотографии у меня пришла непосредственно в участии, при участии в джип-туре. И там посещая вот непосредственно это местечко, это на границе с Грузией и с Ингушетией находится, в селении Миши. И там вот непосредственно по развалинам, по вот этим зданиям, которые там были сооружены, старые, и по ним вот как бы лазя, вот и в одной из комнат открывался вот этот вид, прекрасный такой, можно сказать. И вот решил запечатлеть его, сделал я его на телефон, и так получилась эта фотография. В номинации «Лучший видеообзор исторических мест и мемориалов Чеченской Республики» также было 3 победителя. Их награждал министр культуры Иса Ибрагимов. Третье место и 100 тысяч досталось Иману Сугаипову. Второе место с вознаграждением 200 тысяч взял Умар Масаев. А победителем конкурса с презентом 300 тысяч рублей стал видеооператор Аслан Ахматов. Он уже много лет занимается высококачественной съемкой, освещая самые разные события в регионе. Его успех не стал неожиданностью. Это повод для огромной гордости за труд Аслана. Подарки были вручены члену его семьи.
Ахматов Аслан Вахаевич. Победитель получает от регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Далгазат Облдоцин 300 тысяч рублей. Ваши аплодисменты, друзья. Напоследок, перед прощанием, Ахмед Дудаев передал Хадиже Кадыровой сувенир в качестве благодарности за организованный конкурс с ценными призами. Схожие смысл Можно сказать точно, это не последний конкурс данного типа. Подобные мероприятия стали доброй традицией, благодаря чему любители разных направлений полезного искусства трудятся с еще большим энтузиазмом. Турпал, Алита Исумов, Моусер Хаджиев и Руслан Магомадов. Вести. Чеченская Республика. Магомед Даудов обсудил вопросы социально-экономического развития региона с заместителем председателя правительства страны Александром Новаком. Встреча состоялась в Москве с участием министра финансов, энергетики и экономического развития России, помощника председателя правительства Муслима Хучиева, а также сенатора и депутата от нашей республики. Стороны обсудили финансирование приоритетных проектов, направленных на развитие и повышение надежности топливно-энергетического комплекса, а также ряд вопросов, требующих поддержки со стороны федерального центра. Магомед Даудов поблагодарил Александра Новака и федеральных министров за постоянную поддержку в решении значимых для республики задач. Он добавил, что благодаря вниманию федерального центра и мерам, принимаемым Рамзаном Кадыровым, в регионе наблюдается положительная динамика по всем показателям социально-экономического развития. Научно-техническая выставка прошла на базе Чеченского государственного нефтяного университета. Цель конкурса – вовлечь студентов и молодежи в научно-техническую деятельность, а также помочь инициативным школьникам, студентам, аспирантам и молодым специалистам в формировании востребованных инновационных проектов на основе передовых идей. Подробнее в сюжете Лейлы Муртазовой. В Грозненском государственном нефтяном техническом университете имени Миллионщикова прошел 11-й ежегодный республиканский конкурс НТТ-М-2024, в рамках которого была организована научно-техническая выставка, проходящая при поддержке Росмолодежи. Это большой праздник для всех. Большой праздник для научно-творческой молодежи, когда мы можем посмотреть на разработки, пообщаться друг с другом. Тем более, что между вузами и научными учреждениями нашей республики существует договор о сотрудничестве. И с университетом, с нефтяным техническим университетом у нас заключен договор о создании республиканского научно-исследовательского центра коллективного пользования. Участники представили свои разработки в разных областях, начиная биотехнологии и заканчивая информационными технологиями. Каждый проект – это результат кропотливой работы. Эти студенты разных курсов нефтяного университета. Объединившись, они создали платформу, которая нацелена на подготовку итоговых экзаменов к ЕГЭ, ОГЭ. Тем самым разработали свод конспектов, тематических тестов и многое другое для выпускников. Преимущество в том, что эта программа не имеет аналогов. AR-модели каких-либо клеток, если брать раздел биологии, или из раздела физики брать какие-то мини-лаборатории, чтобы учащиеся могли наглядно изучать данный материал и эффективно готовиться к итоговым экзаменам. Имеющая платформу, где есть и аудиолекции, и конспекты, и AR-технологии. Есть, конечно, Решу ЕГЭ, но там просто предоставляются тесты. А у нас есть и тесты, и уже конспекты готовые, и все у нас такое многофункциональное приложение получается. Конкурс открыт для инновационно ориентированных работ, выполненных школьниками, учащимися лицеев, колледжей, аспирантами вузов. Участники должны быть в возрасте от 14 до 35 лет. Дагмара Абубакарова – студентка 3-го курса. Участие в данной выставке принимает 3-й год подряд. На этот раз она представила приложение для организации мероприятий. Организации Чеченской Республики смогут создавать там свои личные кабинеты, регистрироваться и публиковать афиши. То есть это будет такая система связи, коммуникации между молодежью, жителями с организациями. К примеру, наши вузы, они постоянно опубликовывают такие интересные мероприятия, как НТТМ. Но люди, которые не подписаны на наши каналы, к примеру, могут об этом не знать. И для того, чтобы как-то облегчить этот процесс, они могут сразу зайти в наше приложение, посмотреть афишу и зарегистрироваться. На данный момент у нас проект находится на этапе разработки платформы. Еще плюс нашего приложения в том, что у нас будет система вознаграждений. То есть, к примеру, нефтяной мы разработали для нефтяного систему цифровой валюты. Вот, можете
можете посмотреть, это ГГНТУ коины. Мы работаем над ее разработкой, сама система будет на блокчейне и будет начисляться студентам, активистам. Они смогут потом тратить ее там на обеденные столовые или там на премиальные баллы по какому-то предмету. На выставке были представлены 3 номинации: техническое творчество, научно-исследовательский проект, проекты в области IT-технологий. Все разработки команд оценивало компетентное жюри. И все расписано. Мы ежегодно привлекаем компетентных людей, экспертов. Это из числа руководителей различных предприятий, бизнес-организаций, научных учреждений, вузов, и где уже опытные специалисты оценивают каждый проект по определенной шкале. Оценивается актуальность, новизна, практическая значимость, на каком этапе, уровень готовности технологий. И вот все эти пункты оцениваются по отдельности, суммируются и выводится итоговая оценка. Объявляются победители 1, 2, 3 мест. Подобные мероприятия способствуют развитию инновационного мышления и креативности, побуждая студентов искать новые решения актуальных проблем. В завершении выставки пройдет награждение лучших проектов. Жюри выберет победителей в нескольких номинациях, благодаря чему молодые люди смогут найти спонсоров или площадку для внедрения своих проектов. В качестве призов участники могут получить бытовую технику, а также подарочные сертификаты от разных магазинов. Лейла Муртазова, Магомед Байсаев, Сейд Селим Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. Центр «Дом детей» в Грозном – это первая ласточка в системе образовательного учреждения республики, где обучение осуществляется по системе Монтессори. Ребята получают здесь возможность общаться и развиваться в свободном пространстве, а квалифицированные специалисты создают для них максимально комфортную среду. С особенной образовательной программой нас познакомит Медина Мударова. Этот детский сад обычным не назовешь. Если в остальных дошкольных учреждениях дети привыкли к тому, что им приносят все на блюдечке, тут такого не увидишь. Дошколята сами накрывают на стол, убирают за собой и даже стирают. Происходит это, конечно же, под присмотром воспитателей. Все благодаря уникальной системе Монтессори, которая направлена на развитие самостоятельности и творческих способностей. Монтессори-педагогика, она ориентирована в природную сущность и развитие ребенка естественным образом. То есть у нас нет вообще такой цели на учение. Они все делают именно исходя из того, какие у них есть потребности. А среда, то есть материалы в классе, закрывают эти потребности. Тот родитель, который к нам приходил, допустим, 5 лет назад за чем-то модным, да, вот есть Монтессори, вот что же именно у вас такое, деревянные материалы, то сейчас приходит уже родитель, который точно знает, что здесь ориентируется в то, что нужно самому ребенку, в его естественные потребности, что взрослый здесь не навязывает ему директиву. Детский сад открылся в 2019 году при финансовой поддержке фонда имени шейха Заида. На данный момент в нем воспитывается 55 детей. Есть 2 группы до 3 лет и до 6. Еще одна важная особенность дошкольного учреждения – в каждой группе по 3 воспитателя, которые разговаривают на чеченском, русском и английском без прямого перевода. It's not a spider. No? Таким образом, дошколята учатся воспринимать языки как естественную часть своей жизни. Каждая группа разбита на несколько зон – математическая, языковая, зона практической жизни и сенсорика. В каждой группе предусмотрены вот такие материалы, направленные на самое разностороннее развитие детей. Вот, например, сенсорика. Красные штанги отвечают за понимание глубины, розовые – высоты, а коричневые – за понимание глубины. Так дети учатся осваивать пространство. Пользуясь обучающими материалами, ребенок не просто веселится, а тренирует определенные навыки. Например, учится считать, различать цвета, пространство всего садика, а также все предметы, адаптированные к возрастным особенностям детей. Например, крючки на одежде, игрушки – все на уровне роста ребенка. Важно и то, что каждый материал в группе представлен только в одном экземпляре. Мы не скидываем взаимодействие между детьми непосредственно на детей. То есть он устанавливает правила. То, что, например, я простой пример приведу. Вот тут все материалы по одному экземпляру. Это не потому, что нам, например, жалко поставить там 2, да, а потому что это часть системы. Это часть системы. Если кто-то берет какой-то материал и начинает с ним заниматься, то его нельзя отрывать.
И за этим следит учитель. Если особенно новые дети, они это еще не вполне понимают. Все-таки представьте, когда ребенку 3 года, ему есть такое желание что-нибудь себе это, да. Нет, у нас такого нет. То есть если он взял, если он начал, то этот развивает свое, так сказать, терпение, да. Вот мы называем это системой Монтессори, но на самом деле это просто поддержка натурального, естественного развития ребенка, да, в сторону становления его настоящим человеком, способным на самостоятельные действия, на принятие решений. Дети не просто получают знания, они растут счастливыми, творческими и самостоятельными. Что тебе больше всего нравится в этом садике? Все. А что ты обычно делаешь? То убираю, стираю, ну еще гладю, да. Но больше всего это нравится вот эта башня. А что ты делаешь с этой башней? Да ворота делаю. Как тебя зовут? Меня Медина зовут. В Чеченской Республике таких детских сада 2, но, судя по востребованности, в регионе их появится больше. Медина Мутарова, Садамин Мусаев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова провел очередную благотворительную акцию по районам Грозного. В ее рамках 8 тысяч малоимущих нуждающихся семей получили продуктовые наборы, в которые вошли мешки сахара, муки и риса. Горожане выразили слова искренней благодарности в адрес главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и президента благотворительной организации Аймани Несиевны. Компания «Агроинвест» стала призером Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года-2024» в номинации «Экспортер года в сфере базовой продукции». Развитие внешнеэкономической деятельности является важным аспектом в экономическом росте региона, и для его развития в нашей республике созданы все условия. Рамзан Абуев продолжит. В магазинах наряду с популярными товарами осеннего сезона, томатами и мандаринами, важное место занимают огурцы. Экологически чистые, они поступают напрямую от местных производителей. Один из них – компания «Агроинвест». В этих теплицах собирают 3500 тонн свежих огурцов. Сорт мы выращиваем только один – короткоплодный огурец корнишонного типа. Называется он «Бьорн». Очень знаменитый, довольно-таки уже раскрученный огурец, во всей стране известный. Площадь, на которой мы выращиваем его, 25,5 гектаров. Сейчас вот рабочая площадь. Это предприятие – современное лицо регионального агропромышленного комплекса. Здесь круглогодичные непрерывные циклы производства, обеспечиваемые 200 сотрудниками. Говоря о главных показателях, акцентируют внимание на доверие покупателей. Это видно потому, что после сбора урожая огурцы сразу отправляются на продажу, не задерживаясь в теплицах. Спрос на них всегда большой, хотя выращивание овощей – одно из направлений компании. В процессе производства огурцов осуществляется тщательный уход. Каждому растению подведена индивидуальная капельница для подачи воды и питания, что автоматизировано и осуществляется вместе с регулированием микроклимата. Уникальность производства заключается в экологически чистом методе без использования пестицидов. Защита от вредителей осуществляется с помощью полезных насекомых. В этом году «Агроинвест» стал одним из лучших экспортеров страны из СКФО. Это стратегическое направление для развития экономики. Всероссийская премия в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года-2024» стала конкурентной. На участие было подано почти 1700 заявок. Эту премию получают только те предприниматели, которые имеют выдающиеся заслуги в развитии экспортной деятельности. В этом году, как мы знаем, призером этой премии стала компания из Чеченской Республики. Участвовало 8 округов, 43 региона. То есть мы понимаем, какая была конкуренция и какой ценой досталась эта победа. Главой Чеченской Республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым уделяется особое внимание развитию международного сотрудничества, развитию экспортной деятельности. А еще это единственное предприятие в стране, получившее от Министерства изменения климата и окружающей среды Объединенных Арабских Эмиратов разрешение на экспорт домашнего скота из России в ОАЭ. Начав работу в 2014-м, с каждым годом расширяет географию поставок. Рамзан Абуев, Ислам Ибрагимов, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева, и до новых встреч в эфире.